Так, ассаламу алейкум, хайрикеш. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин, на канале Татполит. Просьба подписываться, содействовать и обязательно посетите наш обновленный сайт Татполит. Там есть статьи и прочие нужные материалы. Так вот, сегодня мы будем говорить помимо того, что Россия, Москва, во-первых, грабит Республику Татарстан, и всячески блокирует развитие не только республики татарского народа, но и прочих народов, и даже народов, которые не входят в ее состав. Пока что Россия как бы является государством единым, но мы верим, мы видим, что в скором времени она таковой быть перестанет. Ну и, соответственно, коснемся важных тем, в том числе, почему Рустама Минниханова не пустили в Молдову, конкретно в Гагаузию, и почему он выполняет такие спецпоручения московского двора. Во-первых, надо отметить, что государственность Татарстана, она есть, то есть она не отменена никоим образом. То есть она даже в Конституции Российской Федерации прописана, что республики– это государство в составе Российской Федерации. Соответственно, есть некое ядро, которое определяет ее статус. Да, многие позиции утеряны, но главное есть основа, потому что когда у татар и у тюрк-шире было свое государство, своя государственность, своя полития, никакой Московии и близко не было, как известно. Первые тюркские государства– это 1200 лет до нашей эры, Хунну, Сюнну, ну, по-разному они называются, в зависимости от транскрипции и источников, которые повествуют об этом. И на протяжении вот этих 3000 лет тюрки, татары так или иначе имели свои государственные образования, свои политии и пронесли этот политический опыт через всю историю и основывается на том, что они имеют исконное, неотъемлемое божественное право на то, чтобы жить самостоятельно, суверенно и развиваться так, как они видят себя и свою общность в будущем. И никакая Москва, никакая Московия не может им это запретить. Более того, Москва всячески, как я уже сказал, выше блокирует и тормозит местами, просто ставит мощную преграду, заслон к тому, чтобы мы развивались, к тому, что мы сохраняли свою религию, свой дин, свой язык, свою идентичность, я уж не говорю про свою политическую субъектность. И более того, у нас есть историческая память народа, есть национальное самосознание, и есть не в истории несколько, так сказать, этапов, где татары, тюрки шире имели мощную пространственно-цивилизационную государственную систему, которая подчиняла в том числе и Московии. Вообще Московия, в общем-то, смогла состояться сугубо из-за того, что она вышла из недр Золотой Орды, и то, что Золотая Орда позволила ей иметь в своем составе свою субъектность, свою самостоятельность. Вы знаете, что Золотая Орда не препятствовала тому, чтобы эти так называемые русские княжества, они не были тогда русскими, это уже впоследствии историография сознательно так описала, они дали им возможность широкой автономии, они не облагали налогом церкви, в общем-то, позволяли им иметь своих князей, удельных князей. И те получали ярлык, как известно, на княжение или выход по-другому. Ехали в Орду, в Каракурум для того, чтобы легитимировать, для того, чтобы утвердить этот свой статус. То есть они получали легитимность, лег или легес по-латински от рук золотоордынских ханов. Более того, вся система политическая, она была просто скопирована с золотоордынской. У них вообще ничего своего в этом плане не было. Или же эта система наложенная, взятая у Золотой Орды, или отчасти копированная у византийцев. Поэтому, собственно, мы видим сейчас, что происходит. Это абсолютно перекореженная система, потому что она у них не корневая, у них своей нет.
Можно, конечно, взять вот симулякры, использовать их, но если она не твое, не родное, если ты ее не родил из себя, если ты ее не выстрадал, не выпистывал, то, конечно, ожидай того, что в скором времени этот твой отпрыск политический в скором времени помрет. В общем-то, сейчас это происходит. Российская недоимперия постепенно клонится к своему закату, и мы наблюдаем эти сумерки. Если там у скандинавов есть понятие сумерки богов, Рагнарёк, то здесь мы видим сумерки империи, и это бесспорная вещь. Так вот, что касается конкретно того, как Москва после завоевания многочисленных образований, которые сформировались на основе распада Золотой Орды, я имею в виду Казанское ханство, Астраханское, Сибирское, Крымское, Касимовское ханство, а также Ногайскую Орду, отчасти Казахское ханство, Коканд, Бухару, Кавказ. Она постепенно забирала их ресурсы, не только природные, не только промышленные, но и человеческие, интеллектуальные ресурсы, культурологические, и за счет этого она питалась. То есть она ничего своего-то не производила. И даже так называемая модернизация Петра Первого – это модернизация по западным лекалам, по западным образцам. Все это просто-напросто, говоря простым языком, слямзено. Сначала у нас, потом у Запада. И все это подпитывалось, поддерживалось за счет эксплуатации ресурсов. Фактически мы находились и находимся в состоянии колонии, несмотря на то, что мы пространственно находимся на одной евразийской суперплите, но при этом мы прекрасно понимаем, что Москва просто занимается прямым грабежом. Вы знаете, что Москва аккумулирует 85, ну там разные оценки есть, но минимум 80, максимум 90% всех финансовых ресурсов у себя и живет за счет этого. Живет она за счет того, что там сидят бюрократы, номенклатурщики, которые за счет росчерка пера что-то запрещают или что-то разрешают. Вот за счет этого они живут, забирают со всех регионов, буквально пылесосом высасывают и дальше распределяют. И, соответственно, получается так, что, как опять в свое время сказал Рустам Минниханов, это был, по-моему, 17-й год или даже 16-й. А после этого случился как раз 17-й год с отменой возможности изучения родных языков в школах Российской Федерации. Он сказал, что этот не паритет, то есть когда налогообложение такое дикое, что Татарстан чем больше получает, зарабатывает, тем больше отдает, он неправильный, он сказал, что и в этом случае нам нету никакого стимула, нету никакого резона работать больше, потому что с нас будут больше забирать. Ну, вполне оправданная позиция. Ну, тут же ему напомнили, кто есть главный, а кто есть подчинен. И ведь, смотрите, все, что Московия имеет, я имею в виду из природных ресурсов, она сейчас ничего не делает, она качает природные ресурсы, потом их продает. Но сейчас и с этим проблема, и, собственно говоря, выручка упала там до 40%. Я посмотрел интересную статистику, вчера опубликовал Институт Гайдара о том, что большая часть регионов Российской Федерации фактически банкроты, потому что Москва забирает больше, естественно, на так называемую СВО. Она в день тратит около 2 миллиардов долларов, это баснословные суммы. Введены определенные санкции. Эти санкции коснулись регионов, потому что там находятся промышленные предприятия, они не могут сбывать свои товары, они не могут продавать, в том числе недра природные, как, например, Татарстан. И они оказались у разбитого корыта. Москва им помогать не собирается. Как забирать она, естественно, гораздо. А как помогать, так уж разбирайтесь сами. И с Татарстаном случилось то же самое. Вы знаете, что когда началась Вторая мировая война, Гитлер отправился на юг и хотел перекрыть этот кран
нефтяную подпитку в Баку. В Баку тогда добывалась нефть. В общем-то, весь совок за счет Азербайджана тогда жил, можно сказать. И тогда в Татарстане стали активно разрабатывать месторождение. Вот было открыто Ромашкинское месторождение, это, по-моему, 1942 год. И на протяжении более 30 лет татарстанская нефть наряду с азербайджанской была главной питательной средой для экономики совка. Совок, несмотря на то, что провел мощную модернизацию, эта модернизация оказалась, в общем-то, липовой, фиктивной, потому что все те наработки, которые были, предприятия, это так или иначе американские, немецкие предприятия и, собственно, технологии то же самое, а совок просто продавал нефть и газ. Так вот, до середины 70-х годов Татарстан серьезно отдавал, по сути говоря, 98% всех своих ресурсов отправлялись в Москву. И это привело к тому, что Татарстан, ТАССР тогда, Татарская автономная Советская Социалистическая Республика, ничего не имела. Я вам могу сказать смело, что Татарстан, Казань тогда жила очень бедно. Я, вы знаете, родом из Ульяновска, родился в Ульяновске, и от Казани это, в общем-то, 220 километров. И я, когда был школьником, еще до падения совка, учился в начальной школе, я ездил туда к родственникам на каникулы. Так вот, я был поражен Ульяновск, в общем-то, да, город Ленина. Был опрятный, чистый, трамвайчики ходили, все было в магазинах. Приезжал в Татарстан, в Казань. Жил я в центре недалеко, 5 минут ходьбы от как раз железнодорожного вокзала. Все было очень печально, трущобы, и сами мы жили в так называемых трущобах. И меня это поражало, как так, вроде мы работаем, мы там люди не самые отсталые, ну, я тогда своим детским умом так рассуждал. А все оказалось очень просто. Просто Москва забирала эти средства, отдавала кому-то, например, Самаре, например, Ульяновску. Да, это не национальные республики. А Татарстан, Чувашия, Чебоксары тоже выглядели очень плохо. Уфа тоже, да, и там и нефтеперерабатывающие заводы, и выработка есть. Но все они жили очень бедно. Это сознательно было, чтобы они, дай бог, не развивались. Как я рассказывал в одном из стримов наших, что Москва, например, блокировала строительство прямой железнодорожной ветки Казань-Уфа. Ну, казалось бы, естественно, да, вот Казань-Уфа связаны непосредственно. 600 километров по прямой, раз, все. 2 миллионника крупнейших регионов нет. И до сих пор поезда ходят в объезд, там, значит, 12 или 15 часов идет вот эти вот 600 километров. Естественно, для того, чтобы не было никакой экономической связности наших республик. Собственно говоря, когда в 90-м году объявили о суверенитете, тогда Татарстан стал оставлять себе 75%, 25% стал отдавать Москве. И тогда тут же Татарстан, Казань расцвела, потому что эти деньги оставались в Татарстане. Но не только нефть, естественно, была основой экономики Татарстана и успеха. Промышленные предприятия – это КАМАЗ, это вертолетный завод, МИ так называемый, это завод по производству самолетов, 22-й завод, это Казань Оргсинтез, крупнейший тогда в Евразии, да, производитель полимеров. Это, естественно, Нижнекамск нефтехим и так далее и тому подобное. Это судостроительный завод в Зеленодольске, городе Спутнике, Казани. Огромный массив промышленных предприятий, мощнейший. Да, он был, например, и в Самаре. Но где Самара сейчас и где Казань? При том, что сейчас, после потери тех завоеваний 90-х годов, Татарстан отдает 75 уже. В 90-х мы 75 себе оставляли. Пришел Путин, там паритет 50 на 50, и постепенно опять пришли к тому, что 75 практически мы отдаем. Но при всем при этом в 22 году Татарстан заплатил налогов больше, чем, перечисляю, Мари-Эл, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Саратовская, Пензенская, Кировская области вместе взятые.
То есть эта сумма 1 262 000 000 рублей. В 3 раза больше, чем Башкортостан, в 2 раза больше, чем Оренбургская область. Оренбургская область – это регион-донор. Там добывают газ в огромном количестве. То есть даже сейчас эти деньги, огромнейшие деньги, представляете, триллион 262 миллиарда рублей мы отдаем Москве, а фактически отдаем ее на то, чтобы она убивала жителей Украины. И так продолжается всегда. И в этом смысле резонная постановка вопроса, мог ли Татарстан жить как Кувейт или Объединенные Арабские Эмираты, я всегда отвечаю, мог и даже лучше. Почему? Потому что у них нету промышленности, у них нету такого хорошего ресурса интеллектуального, научного ресурса. Казань один из крупнейших университетских и научных центров, там КНЦ РАН, так называемый, Казанский научный центр Российской академии наук и многие институты, не только гуманитарные, но и институты фундаментальной науки, физики, там, химии, и многие открытия были сделаны в Казани. Тоже это серьезное подспорье. Вот буквально вчера ректор МГУ Садовничий сетовал на то, что 20 тысяч ученых покинули Россию, что треть ученых России потерял. Ну, конечно, потеряет с таким подходом. Естественно, сначала Москва высасывает лучшие умы, а потом они уезжают за границу. Они же не хотят жить при Путине. Никто не дает гарантии, что человек, даже не участвующий в политике, сейчас оденешь какой-нибудь желтую футболку, все сразу штраф, все сразу судебное преследование. Таких случаев очень много. Вы их постоянно, наверное, в сети встречаете. То есть это говорит о чем? О том, что Москва сознательно сейчас выкачивает больше. Например, Тюменская область, Сибирь, тоже наши земли. Они отдают Москве 89-90% всех средств нефти. Потому что в 70-х годах, когда начали открывать нефтяные месторождения в Западной Сибири, они стали основными получателями, добытчиками нефти. Но тамошние народы, помимо татар, башкир, ханты и манси, они этих денег-то практически не видят. А все эти вот Лукойлы, Роснефти, Сибнефти, которые попали в руки сначала ельцинских олигархов и потом по наследству перешли путинским олигархам, а сейчас власть государства просто экспроприировала их, они, в общем-то, продолжают эту же самую политику. А мы ничего не получаем. Эти наши земли, кто им вообще давал на это право? Никто это право, конечно, не давал. Хотя, вы знаете, еще в 1767 году, когда Екатерина II посетила Казань, хотя она, конечно, видела в нас врагов и в мусульманах, и она вынуждена была смириться с тем, что она не может их контролировать через многочисленные восстания, восстание Батарши, восстание Пугачева. Она приехала в Казань и сказала следующее, что она поражена Казанью, что это второй город после Москвы, и видно, сказала она, что это столица царства, столица царства. То есть она была вынуждена признать, хотя Казань находилась далеко, мы не имели никаких прав, татарам запрещали селиться в центре города, да, только на окраине, так называемые Татарбистасы, татарские слободы, и вот сейчас, где вот этот центр татарской жизни, было дозволено потом построить первую каменную мечеть, и сейчас она называют мечетью Шихабуддина Марджани, соответственно, ей там сколько, 230 лет или 220. Все это своими руками. Несмотря на подавление, несмотря на притеснение, все равно мы старались свою жизнь, инфраструктуру социальной, гуманитарной, духовной, религиозной и прочей жизни выстраивать. Как я уже много раз говорил, ни копейки не брали от государства, оно и не давало, и не просили у них. Не просили, потому что прекрасно понимали, пойдешь просить, тебя заставят присягать, тебя заставят встать на колени, вылизывать их сапог. Таких моментов очень много было. Да, с другой стороны, были и те, кто
пошел в услужение Московии после развала Золотой Орды. 500 знатных фамилий, тюркских родов, начиная от Карамзина, Кутузова, Аракчеева и прочих, пошли служить, крестились многие. Да, вот самый богатый человек последних лет империи Феликс Юсупов, как известно, да, из Юсуповых, происходит от Бия Ногайского Юсупа. Огромное количество, да, внутри их сидит все-таки тот потенциал к деятельности любой политической, экономической, хозяйственной или государственной. Они его реализовывали, но каким путем, какой ценой? Ценой предательства. Как говорится, хыянат беясывлян, как говорят у нас. И в этом смысле, конечно, когда предоставилась возможность, татары тут же ринулись. В 17-18 годах я специально посвящал этому стримы, как татары пытались выстроить сначала Идель-Урал, да, конфедерацию народов, куда входили и марийцы, эрзя, мокши, чуваша, башкиры, удмурты, бессермяне. Они согласились. Но потом большевики постарались, не получилось. Татаро-Башкирская республика тоже не получилось, тоже смогли вбить в клин. И в конечном итоге дали татарскую республику, татарскую автономию, сильно усеченную, сжатую географически, пространственно и политически. Но при этом татары претендовали на то, чтобы она была союзной республикой. Потому что первые договора были заключены, ну, вы знаете, СССР сформировали там 4 фактически республики: Беларусь, Украина, собственно, сама Российская Федерация, ну и Кавказская Республика. Но она подписала договор, так называемый федеративный, с Башкортостан, а с Татарстаном не подписала. Почему? Потому что Сталин выступил против, и он выступил против одного из наших лидеров, Мирсаида Султангалиева, который входил в Малый совет правления Министерства по делам национальности, которое возглавлял Сталин. А Сталин страшно не любил тюрков, он не любил мусульман. Мягко сказать, не любил, он просто их ненавидел. Когда делегация Татарстана просто забрасывала Москву петициями, требованием признания Татарстана как союзной республики, он сказал следующее: не видать им как своих собственных ушей. Так и, кстати, сказал. Дальше. В 1936 году, когда писалась и обсуждалась Конституция, так называемая сталинская, 1936 года, Татарстан, Татарскую ССР хотели внести в статус союзный. Опять-таки не позволили. Не позволили. И дальше, кстати говоря, в 1936 году было предложение Татарстану дать статус наряду со статусом союзного Кыргызстанской АСР, Кыргызской и казахской. То есть наши братские народы, наши братские страны, да, тоже лоббировали, чтобы Татарстан получил этот статус. Не дали. Сталин опять-таки настоял на своем. В 1977 году, когда Брежнев пришел уже к власти, он уже не пришел к 1977 году, он там дряхлел фактически, но когда писалась Конституция Брежневская 1977 года, когда была введена позиция о руководящей роли КПСС, также Татарстан настаивал на том, чтобы он имел статус союзной республики. Дальше, после смерти Брежнева это случилось, при Горбачеве это было. То есть 6 раз Татарстан, элиты поднимали этот вопрос. И даже поддерживали кто-то там в Москве, и союзные республики наши братские тоже поддерживали, считая, что Татарстан имеет полное право. Опять-таки, по ВРП, валовому региональному продукту, ТССР тогда обгонял 6-7 союзных республик. И сейчас он обгоняет большую часть этих стран, даже несмотря на то, что его постоянно щемят и режут. То есть по всем параметрам как бы имели право, но не давали сознательно. И мы понимаем, почему.
В 90-м году, когда объявили, опять-таки, декларацию о государственном суверенитете, за 10 лет до прихода Путина Татарстан очень серьезно расцвел. Да, вот там был вопрос о прокачке нефти через трубопровод «Дружба». Ну, вы знаете, да, что он идет в Европу. Эта труба, в общем-то, и поддерживал Советский Союз, когда он продавал нефть в Европу. И особенно, когда были большие высокие цены в 70-х годах в войне, во время войны на Ближнем Востоке, в общем-то, это серьезно поддерживал совок. И это давало ему возможность чувствовать себя относительно комфортно. И Татарстан в 91-92 году принял решение о том, что если нам блокируют сейчас нефтепровод «Дружба», а тогда уже были серьезные терки с Ичкерией и грозились Татарстану очень серьезными санкциями, введением войсковых частей. Тогда было принято решение о создании своего танкерного флота река, море. То есть на танкерах по Волге вниз до Астрахани, там устье, впадает Волга, как известно, Идель в Каспий, и дальше уже по Каспию, пожалуйста, Казахстан, пожалуйста, Азербайджан. Вот сейчас эта проблема. Кстати, когда Казахстан подписал соглашение с Азербайджаном о том, что он будет через их трубопровод Тбилиси-Баку-Джейхан отправлять, потому что Москва уже предпринимала усилия по закрытию вот этого транскаспийского магистрального трубопровода и фактически, так сказать, ограничила Казахстан. А Казахстан сильно зависит от продажи энергоресурсов, прежде всего нефти. То есть проекты были. Я к тому, что мы можем. Даже было принято решение о создании собственного золотовалютного фонда в Татарстане в 90-х годах. Гохран. Опять-таки не получилось. Выпускалась татарстанская валюта. Ну, было все. Были свои представительства за рубежом. По-моему, там 17 их было, вплоть до Австралии. Сейчас их позакрывали, и вот последний, по-моему, закрыли сейчас в Украине торгово-экономическое представительство. То есть все атрибуты были. Все атрибуты к тому, чтобы самостоятельно двигаться, и в том числе экономически, потому что Татарстан, как я уже сказал, живет не только нефтью. Серьезный промышленный потенциал. Даже сейчас среди всех регионов Российской Федерации, за исключением Москвы, понятно, пылесос, и отчасти Питера, Татарстан в лидерах, наряду там с Тюменской областью, да, по привлечению инвестиций, по созданию там рабочих мест высокотехнологичных, свободная экономическая зона, Алабуга, Иннополис – это единственный город, который выстроен с нуля после развала Совка. Он должен был стать таким Силиконовой долиной. Но, понятно, не получилось в этих условиях. Ну, вряд ли сейчас кто-нибудь поедет не только в Татарстан, но и в Россию работать. Да, и, конечно, умные люди стараются эту страну сейчас покинуть. Но сам принцип того, что у нас есть этот потенциал, есть возможность. Недаром говорили, у татар есть поговорка: татарам толмач не нужен, татарға толмач керек не. Толмач – это, вы знаете, да, это санскритского тол, то есть толк, говорить, переводить. Вот. То есть, так как они одновременно знали несколько языков, там арабский, персидский, турецкий, и активно занимались, начиная с конца XVIII века, торговлей с Кокандом, с Бухарой, Кыргызстан, Казахстан, Китай, Турция, и выходили дальше на Европу, и поэтому они наработали определенный капитал. Это к XIX веку. Почему, в общем-то, случился татарский ренессанс? Потому что 3 поколения татарских купцов к 4-му поколению вышли к тому, что необходимо инвестировать уже в нацию. И они стали давать деньги на строительство мечети, на строительство медресе, на издание литературы. Тогда Казань обгоняла, только Москву, по-моему, не обгоняла по типографским всем этой номенклатуре книг выпускаемых, но точно была впереди по газетам, журналам в огромном количестве, ну, не только Казани, а вот где татары жили, Уральск, Оренбург, Уфа, вот, обгоняли резко, как бы вот был всплеск такой, и на основе этого родилось движение джадидов
Ну, короче говоря, была возможность, хотя она была очень сжатая. Москва бдила, постоянно цензура, постоянно закрывали эти типографии, эти газеты, закрывали медресе, например, как медресе Иш-Буби, известный, про который я говорил, находящийся сейчас на территории, которая граничит с Удмуртией на севере Татарстана. И в 2011 году там был фактически разгром. Вот оттуда вышли. Это там женское медресе было первое, откуда вышли вот женщины известные татарского мира, которые потом уехали в Центральную Азию и там занимались просветительством. Вот, то есть они везде бдели, но был капитал, и этот капитал содействовал татарским лидерам, татарским интеллектуалам, писателям, поэтам. Никто же не получал никаких денег. Ни Габдулла Тукай не получал там от Москвы, заслуженный поэт и так далее. Его поддерживали татарские меценаты, татарские баи, татарские, ну, бизнесмены, сегодняшним языком, если выражаться. Сейчас этой прослойки практически нет. Отдельно есть, но все равно. То есть мы прекрасно должны понимать, что экономическая основа, она необходима не только для самостоятельности, потому что и экономический суверенитет должен быть, и политический суверенитет, но что должен быть и интеллектуальный суверенитет, должна быть интеллектуальная политическая прослойка, которая будет эти идеи, концепты прорабатывать, разрабатывать, внедрять и просвещать людей. И дальше уже вот совместно со всеми заинтересованными агентами как бы внутри нации реализовывать их или воплощать их в жизнь. Так, дорогие друзья, давайте на вопросы. Почему Раис Татарстан Миниханов Рустам Нургалиевич допускает грабеж народа республики? Ответ здесь лежит на самой поверхности, потому что нету политической субъектности, потому что Москва, по сути, это метрополия, которая выкачивает ресурсы. Миниханов, в общем-то, при всем, при том, что он как бы избирается, какие-то там 80-90% набирает голосов, но мы все прекрасно понимаем по одному щелчку пальцев Путина, Патрушева или кто из этих там негодяев, его могут снять. Естественно, он находится в заложниках, он фактически опасается, и поэтому служит верой и правдой Москве. И в этом плане, естественно, что у него и у самого рыльца в пушку, как известно, это тоже один из богатейших людей, так же, как и сыновья Шаймиева. Да, двое сыновей, Айрат и кто там второй, не помню. Они долларовые миллиардеры официально. Поэтому, чтобы не потерять все, как говорил Остап Бендер, чтобы не потерять целое, они отдадут нам часть. Да, и тогда явится та самая тарелочка с голубой каемочкой. Вот они, чтобы не потерять үзләренең малларын югалтмас өчен, алар Мәскәүгә хезмәт итәләр, ачыктан-ачык. И здесь, я думаю, понятно и все очевидно, что тот, кто раз присягнул этим ворам и преступникам, вряд ли он получит возможность уйти просто так. Не отпустят, не отпустят. Я вам скажу больше, что даже отпускать они его не будут в отставку. Почему? Ну, видят, человек хорошо работает, исполнительный, Миниханов, трудоголик еще тот. Деятельный, использует во всяких направлениях. В Турцию отправить, в страны Центральной Азии отправить, в Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, там везде представительство Татарстана есть, везде экономические связи. Его принимают президенты, да, несмотря на то, что он как бы чисто формально под этот статус не подходит, он же глава просто региона, чисто формально российского, но его и Эрдоган принимает, и какие-то шейхи арабские. Сейчас в Африку они собрались там Африку окучивать, Вьетнам, по-моему, катались, что-то такое. И видят, работает вполне. Ну, потому что для президентов Центральной Азии или для шейхов Ближнего Востока важно, что с ними разговаривает их брат, собрат, мусульманин, тюрок, вот, своих практически кровей. Конечно, это же химия личная, на личной химии много что решается.
Ассаламу алейкум, Аид кабул болсын, валейкум ассалам, амин шулай болсын, бейрамыбыз құтлы болсын. Что делать с коллаборационистами и манкуртами? Правильный вопрос. Иллюстрация. Обязательно должна быть иллюстрация. Мы уже как-то в одной из бесед наших публичных, по-моему, только на канале «Поистине», с Рафисом Абыкашаповым говорили о том, что необходимо создавать иллюстрационные списки. Кто предавал народ, кто продавал его недра, разбазаривал, кто наши интересы продавал, тот попадает в список врагов народа. Вот они для нас эти списки составили. Вот, иноагент, например. Айсен Руслан, как известно, иноагент, враг народа. Они там кампанию развернули, что я там на турецкие деньги живу, там, ну вот эту всю белиберду, да. Значит, я иноагент, враг. Но и они враги для нас. Вот, по крайней мере, наша совесть чиста. Мы аскеты, мы люди, которые борются за идею. Они, повторяю опять-таки, как Остап Бендер, который сказал, я человек идейный, я борюсь за денежные знаки. Вот они борются за денежные знаки. И ради этого интересы народа, милләтнең мәнфәгатьләрен саталар. Вот шуның өчен. И они должны быть обязательно на доске позора отмечены, эти люди. Списки надо составлять. Кто работал, кто сотрудничал. Как с нацистской Германией поступили. Денацификация. Обязательно. Потому что эти люди настолько изворотливы и настолько хитры, что они могут, знаете, и изловчиться и вновь вылезти на поверхность. Ну, есть отдельные люди, которые много делали, да, там попали в какую-то историю, но будем разбираться, будем разбираться. Для этого будет специальная комиссия создана, я считаю, она будет смотреть бэкграунд, дела, кейс, смотреть, что, кто, какой лепту внес, какой вред и ущерб нанес, исходя из этого принимать какие-то решения. По-другому никак. Процесс очищения должен быть. По клану процесса Баларгатиш. В греческом языке есть в этом смысле хорошее понятие, называется катарсис. Его сейчас используют в виде такого вот высшего просветления, да, такого неистовства религиозного. Катарсис – это просто очищение. Вот мы должны свой катарсис тоже пройти обязательно. Добрый вечер, Руслан, добрый. Как думаете, когда Рашка потерпит поражение в войне с Украиной, мусульмане станут новыми гонимыми евреями? А в России вы имеете в виду? Нет, я так не считаю. Как раз-таки, если Россия потерпит бесспорное поражение в войне с Украиной, то в этом случае мы, если мы сможем собраться, если мы политически сможем выстроиться, соорганизоваться, между собой не грызться, а взять ответственность и двигаться прямо к намеченной цели, тогда нас никто гонять не будет. Кто может гонять, условно говоря, кавказцев? Вся Москва их боится. Пол Москвы в руках татар, да, не самых как бы вот таких честных и национально ориентированных или исламоориентированных. Но если мы возьмем власть, они тут же перестроятся. Служилые татары были, есть и будут. Ну, таковы реалии, с этим надо работать. Поэтому никто нам ничего сказать не сможет. Более того, наиболее активный, пассионарный элемент и субъект на территории нынешней Российской Федерации – это народы и мусульмане, да, в составе. Самые деятельные, самые активные, самые смелые. Поэтому система их давит, поэтому система их притесняет, поэтому система сажает мусульман, обвиняет во всех злостных грехах, потому что боится любой организованной силы. Она прекрасно понимает, что 1, 2, 3 мусульманина идейных, они стоят, и вот на этих весах, на этих мизам, да, вот у Чауда, они весят больше экзистенциально и политически, чем вот эти вот 10 тысяч пьяных ватников, которые только могут лежать на диване и орать в унисон с Соловьевым. Я много раз повторяю известное выражение, цитату Мирабо, одного из лидеров французской революции. Он сказал, что 10
идейных людей, целеустремленных, они могут победить 100 человек. Но если их 100, то и 10 тысяч перед ними не устоит. Поэтому сила не в количестве, а качестве. Sandat Ügel sayfatta. Вот sayfatını biz gösterge gerek. Hiç. Зачем Минниханов ездил в Румынию? Ну, формально он ездил в Молдову, хотя, да, в общем-то, это, можно сказать, одно образование цивилизационное и этническое. А поехал он вот почему. Потому что, к сожалению, Минниханову поручили окучивать гагаузов. Вы знаете, он специально поехал в Гагаузию, это автономная республика в составе Молдовы. Молдова, в общем-то, небольшая страна, где-то 30 тысяч квадратных километров, это менее чем половина даже Татарстана. И там есть две проблемные территории. Точки – это Приднестровье, там сепаратисты, поддерживаемые Москвой, и гагаузы, гагаузская автономия, гагаузы тюрки, но тюрки православные. Ну, вот, например, как чуваша. Или как вот есть нагайбаки, да, татары нагайбаки, бывшие православные казаки, ну, татары. И они настроены промосковски. Вот что самое удручающее. Они на 90% это ватники. Ватники. И они всячески поддерживают Москву, у них какой-то прям ненависть по отношению к молдаванам, к украинцам, обиды какие-то из того, что якобы вот их оттеснили от Измаила, да, ну, знаете, город-порт, и якобы вот вся эта травма их. Но на самом деле там очень серьезная пропаганда, российское телевидение день-ночь работает, они получают деньги и всячески выступают против Майи Санду. Это президент нынешней Молдовы. Она человек проукраинский, в общем-то, прозападный, очень прогрессивных взглядов, человек очень образованный. А вот до этого там сидел абсолютно такой вороватый Уркаган, друг Путина, который, как же его фамилия-то, забыл, значит, который просто был на подвязке у Путина. И вот где-то месяц там сотрясают, такие митинги идут, протесты, активно поддерживаемые Москвой. Даже Москва специально завозила туда специальных молодчиков типа титушек. И гагаузы бузят там. Гагаузы говорят, что мы выступаем за русский мир. Естественно, Минниханов отправился туда, потому что там еще выборы Башкана, у них называется премьер-министр Башкан, он избираемый в Гагаузии. Он якобы поехал туда там поддержать, принять участие в каком-то фестивале дружбы народов. Ну, понятно же, что это политическая акция, чтобы откровенно поддержать гагаузов, передать им весточку: ребята, бузите дальше, выступайте против Кишинева, а мы вам вот там денежки дадим и вас там еще что-нибудь откроем, какой-нибудь спиртзаводик. Вот для этого, естественно, Молдова все это пресекла, не пустила его, сказала, что вы не имеете права вмешиваться во внутренние дела Молдовы. Прекрасно они понимают, ради чего он приехал. Ну и этот скандал раздули. Минниханова просто вот таким образом использовали. Так же, как в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Минниханова отправили в Крым для того, чтобы он уговаривал крымских татар, в общем-то, не выступать против Москвы. Татарстану поручили взять шефство над Бахчисарайским районом. В Крыму есть такой, да? И, значит, там обустраивать еще что-то и так далее и тому подобное. Это очень унизительный статус. Может, они думают, что это высокий статус. Путин нас отправляет в Гагаузию, в Крым там. Но это тройное, двойное предательство. Потому что за это несут ответственность еще и татары, на них же будут думать. Хотя это не так, конечно. Хотя это не так. Еще хочу, чтобы вы прокомментировали информационную атаку на татар Москвы в связи с строительством мечети. Ну, я не знаю, что за информационная атака на татар Москвы, но по поводу строительства мечети мы все это, естественно, отслеживаем, комментируем, что можем, делаем. Естественно, особенно вот с этим строительством мечети, про которую вы говорите. Но про информационную атаку на татар Москвы мне сложно что-то сказать. Я не видел ничего подобного, честно говоря. При распаде РФ казахам вернете землю? Ну, я земли не распределяю,
Поэтому, но считаю, что казахи, конечно, должны иметь исторические земли, которые у них были, это естественно, татары и башкиры, и остальные, в общем-то, и мы должны соединиться в общий туранский проект, в общем-то, не делить там это казахам, это татарам, потому что, в общем-то, мы зашли из одного лона, из одного ядра. Я уже много раз говорил, что, например, мои предки происходят из аргынов, в общем-то, один из серьезнейших и многочисленнейших родов в казахском этносе, и, в общем-то, поэтому я думаю, что делить нам нечего. Это наши общие земли, и мы должны добиваться их возвращения, бесспорно, вместе, конечно. И мы рассчитываем на помощь наших братьев-казахов. Астрахань, Самара, Оренбург, Саратов, земля Букеевской Орды. Ну, здесь, что называется, спорить нечего, это все наши земли, конечно. Просто в те или иные исторические периоды они то одной Орде, то другой принадлежали, но эти территории абсолютно наши, более чем 1000 лет, еще когда и Волжская Булгария находилась на этих землях, Самарская Лука, например, была одна из засечных форпостов Волжской Булгарии, это 7 век, да, 1500 лет назад. Как думаете, сына Миниханова убили спецслужбы, чтобы был более сговорчивым? Нет, я так не думаю. Я знаю эту историю, там немножко все по-другому. Он и так сговорчивый для этого. Убивать его сына не нужно. Руслан, есть современные татарские поэты, пишущие на татарском? Да, очень много. Очень много, очень есть среди моих знакомых, друзей, которые пишут прекрасную поэзию, прозу, кстати говоря, поэзию вот в таких современных мировых тенденциях. Это ли там Елдус Миннулина, у них вот там есть творческая группа Калиб, это и театральные постановки, и там, вот, например, моя одноклассница Симбель Гафарова, да, она прекрасный драматург, отец у нее известный, уже классик Ахад Гафар, мама у нее, они уже родители покойные, она была ученой, занималась как раз исследованием творчества и деятельности Аяза Исхаки, в том числе, когда он был в Турции. Ну, там очень серьезная плеяда этих людей. Конечно, они сейчас вынуждены вот находиться в таких тяжелых условиях. Вы знаете, что для творческих людей очень важна свобода. И, конечно, сейчас спецслужбы просто каждого их поставили на учет, потому что это потенциальный, как бы, как они считают, бузатер и лидер общественного мнения. Так уж получилось, что у нас каждый писатель – это не просто писатель, это больше, чем писатель. Там, как говорится, поэт в России больше, чем поэт. Руслан, бірнеше өлке Қазақстанда татарныкы чөнки казак жүзләрнең үз җирләре бик кечкенә, аларны улуг Татарстанга кайтарып булырмы? Мин ул мәсьәлә буенча гомумән бәхәс чыгармас идем, чөнки безгә казак дусларыбыз белән, казак дуслары, туганнарыбыз белән низак чыгарырга кирәк түгел. Мин өстә әйтеп киттем, безгә уртак җирләребезне кайтарырга кирәк, аннан соң ничек без аларны, мәсәлән, бүлешәбез ул чакта. Ул һич тә мөмкин түгел, аның кирәге дә юк. Бу җирләр безнеке, без күчмә халык, шуңа күрә без Алтайдан кадәр, мәсәлән, Төркиягә кадәр китә алабыз, яши алабыз, гомер итә алабыз. Шуңа күрә мин бу мәсьәләгә гомумән диккать белән карамас идем һәм игътибар да итмәс идем һәм күтәрмәскә кирәк аны, чөнки ул шунда ук безне укынга алып китерәчәк, чөнки җир мәсьәләсе ул бик нечкә әйбер һәм дә мин белмим, мәсәлән, безгә ул җирләрне нәрсә өчен бүләргә кирәкме соң ул безгә? Үзебезнең җирләребез бихисап, бик күп. Русиянең яртысы безнең җир, аларны кайтарырга кирәк. Монда җузларга бүленеп, нитеп, ул һич тә дөрес түгел. Без инде хәзерге вакытта 21 гасырда яшибез, ягъни без яңа ниндидер теге чәчәк ату чорын булдырырга тиешбез, модернизация процессын, яңа модернизация процессын үтәргә тиешбез. Бу әйберләргә, бу инде тарих, анда күрү һич тә дөрес булмас, минемчә. Руслан, мин һәм минем абыем яңа имләдә журнал чыгарга уйладык. Беренче саныбыз чыкты, Ачкы журналының. Моның турында ни әйтерсез?
Хуплыйм, тәбриклим әлбәттә, бик тә кирәкле әйбер, һәм дә инде әгәр дә ниндидер ярдәм, мәгълүмати ярдәм кирәк булса, эксперт ярдәм кирәк булса, булышырга әзербез. Әлбәттә, бу кирәк әйбер. Гомумән, интеллектуаль һәм зыялы эш ул хәзерге вакытта иң кулай эшчәнлек, минемчә. В 19-22 годах в Эфиопии прошла кровопролитная война, где было более 600, по-моему, да, тысяч жертв, но мир этого не заметил. Если вдруг в будущем начнется война в Татарстане и Башкортостане, заметит ли эту войну мир? Я не думаю, что там будет кровопролитная война внутри, гражданская война, потому что делить-то нам нечего. В общем-то говоря, мы живем вполне себе мирно, сосуществуем. И даже в 90-е годы как бы Москва не подливала керосин, как бы она не искрила, ничего у нее не получилось. Не получилось разжечь костер противостояния между татарами и русскими, между татарами и башкортами и остальными этносами. Если только она вторгнется извне. Но здесь, я думаю, если она потерпит сокрушительное поражение в Украине, ей уже будет не до этого. Она будет истощена, уже истощена и человеческими ресурсами, и техническими ресурсами, и экономическими ресурсами, и просто встанет вопрос о том, чтобы Москве вот сохраниться вот в каких-то там небольших географических условиях, да, масштабах. Руслан, а можно ли сказать, что поэты – это показатель духовности, эмоциональной отзывчивости? Хорошо бы собрать конференцию тюркских современных поэтов. Нет, конечно, поэзия – это один из признаков, один из критериев развитости нации, потому что поэты выражают некую внутреннюю, как вы сказали, такую, да, духовность, эмоциональную отзывчивость. То есть они как бы являются душой народа. И в этом смысле, конечно, тюркский мир этим славен, исламский мир этим славен поэтами, потому что это тонкая организация, внутренне духовная, интеллектуальная, это еще и попытка ее такой строгой, методологической, осмысленной вот выверенности. И поэтому поэтов много не бывает, хороших поэтов я имею в виду. А почему, собственно говоря, там Россия гордится своими Пушкиными, Есенинами, да, ну, потому что это золотой фонд. Хотя Маяковский грузин, Пушкин, как известно, эфиоп, Есенин тоже происходит из обрусевшего тюркского рода. Поэтому поэтов надо поддерживать. И как раз-таки, говоря о том, как татарские меценаты Хайри Ащеляр в 19 и начале 20-х веков поддерживали поэтов, в том числе и Габдуллу Тукая, остальных, там, Фатиха Амирхана, потому что понимали, что это бриллианты, ограненные бриллианты, их надо поддерживать, их надо помогать. Что касается конференции, это тоже прекрасная идея, и понятно, что на территории нынешней России сейчас невозможно это сделать. Это может сделать Турция, это может сделать Казахстан, может быть Узбекистан, не знаю, может Азербайджан. Но я думаю, что Турция или Казахстан – это наиболее такие приемлемые варианты, потому что они, так сказать, в этом поле работают более масштабно. Руслан, как ты относишься к теории, что Тукай как поэта придумали русские? Знаете, я понимаю, откуда растут эти ноги. У меня есть неплохая книжка Михаэль Фридрих. Вот она тут недалеко от меня находится. Он, в общем-то, это немецкий исследователь, очень объективный, то есть он отстранился, да, и он вроде и не татарин, и он от большевистской этой пропаганды советской, от русской, и он исследует все эти моменты. Книгу перевел Искандер Гилязов, тоже наш ученый-директор Института энциклопедии и регионалистики Республики Татарстан. Очень хорошая книга, рекомендую. Он отчасти говорит, что татарам самим нужен был этот поэт-символ типа Пушкина. Его придумали не, конечно, никакие русские, это сами татары раскрутили его на собственные деньги, и, в общем-то, Тукай этого заслуживал. Это действительно был гений, рано умерший, там, 26 лет, но при этом создавший колоссальный объем мысли, да, которые актуальны и до сих пор.
А что думаете про нереализованный проект «Эдельурал»? Проект прекрасный, мы считаем, что он должен быть реанимированным. Об этом тоже у нас есть специальный стрим. Я думаю, нужно стараться к объединению наших народов волго-уральских, и финно-угорских, и тюркских, потому что только так мы сможем выстоять в этих тяжелых условиях. Никто не гарантирует того, что сейчас все будет там легко, раз-раз нам на блюдечке все это принесут. Нет, конечно, только в объединении. И ровным счетом потому, что против него советская власть повела войну и борьбу и не позволила состояться, подтверждает тот факт, что этот проект правильный, нужный и актуальный до сих пор. Ну, дорогие друзья, на этом все. У нас сегодня время ограничено. Поздравляю всех с наступающим Ураза Байрам белән. Котлыйм барчагызны да, иманда булыйк. Так что Алла бирса, киләчәк очрашуларга